5 лет назад началось возрождение комплекса ГТО, а сегодня он прочно вошел в нашу спортивную жизнь и стал ее важной составляющей. Нормативы ГТО – это поистине норма жизни. В Кармаскалинском районе практически все, от младших школьников до взрослых солидных людей, бегают, прыгают, подтягиваются, осваивая этот физкультурно-спортивный комплекс. За последние годы обладателями золотых, серебряных и бронзовых значков отличия ГТО стали многие кармаскалинцы всех возрастов. И не случайно, ведь физическая активность и здоровый образ жизни важны в любом возрасте. Выездной осенний фестиваль в нашем районе прошел в 3 населенных пунктах. В минувшую среду, 23 сентября, наша съемочная группа отправилась в школу деревни Кабаково, чтобы пообщаться с участниками мероприятия. Наш район отличается тем, что у нас очень массово. Мы с первых лет уже ввели в практику, буквально после недели 10 дней учебы начинаем принимать ГТО. В спортивном зале состоялись нормы сдачи ГТО среди учащихся 2-11 классов. Для будущих выпускников нормы ГТО вдвойне важны. Их успешная сдача не только показатель уровня физической подготовки, но и дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Какое высшее учебное заведение сами ставят? От 3 до 5 баллов. Но это, я считаю, очень много, потому что 5 баллов дает и золотая медаль, дает 5 баллов, да, и, смотрите, золотой знак ГТО, золотой, конечно. Участников фестиваля ждали тестовые испытания по следующим видам. Стрельба из пневматической винтовки, подтягивание из виса на высокой перекладине, отжимание, подтягивание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, наклон вперед из положения стоя на скамье, челночный бег и метание мяча. В школе у нас учатся около 700 учащихся, обучающихся. Сегодня ГТО у нас сдают где-то 300-350 человек. Здоровое поколение «Сильный регион» – это начальные классы. У нас 3 класса здорового поколения «Сильный регион». Да, у них чуть-чуть отличается, потому что уроки физкультуры проводятся 2 раза в неделю, и плюс дополнительно еще 4 часа внеурочки. 4 часа физической культуры внеурочки. Получается 6 часов в неделю у них физкультура. Поэтому нормативы, естественно, чуть-чуть больше. Состязания проходили эмоционально. Ребята подбадривали друг друга, а тех, кто явно шел на рекорд, поддерживали аплодисментами. И юноши, и девушки достойно справились с испытаниями. Сегодня мы сдаем нормативы ГТО. Это очень классно, круто, очень нравится. Спортивное дело. Вы любите спорт? Можно считать и так. С каждым годом растет число сдающих нормы ГТО. А это значит, что патриотическое и физическое воспитание у нас на первом месте.